Бежим на электрон с Дэном. Нычек, доброе утро. Привет. Вдвоем едем. Вот, наконец, встретились с братишкой Дэнни. Сколько мы? 1,5 года не виделись. А сюда вот мы в Выборг не ездили уже года... Когда? В 21 году мы последний раз ездили. Приморский район. Да. Добро пожаловать в Выборг. Итак, дорога заняла у меня лично, я выехал в 6 утра из Соснового Бора на маршрутке. Доехал до Питера, до метро, потом на метро, до вокзала, и на вокзале сели мы на Ласточку, доехали. Это сколько сейчас это получается часов прошло? 5 часов у меня пути, время заняло. Да, чуть поменьше. Но мы еще не на месте, мы едем в Соколинское, это место, куда мы раньше много-много лет каждый год выезжали. Я с такой радостью ездил в эти места и уже соскучился очень сильно. Вот мы первые сейчас едем занимать поляну. Там очень красиво. Да? Ну, ты на прошлые выходные ездил, они туда частенько гоняют без меня. Мне остается только смотреть на них и завидовать. Подъехали до базы. В лесу красота. Тихо. Сейчас самая пора, да? Птицы будут заливаться. В лагере тоже наверняка, да, у нас там? Будем спать под пение птиц. Сейчас нам уже пешком километра 3, наверное, да? Да, сколько примерно? Да, Или километр? побольше, 1,5. Вот такие вот выборгские леса. Это еще база. Там сейчас будет еще круче. В самом лесу. Беседки все переделали. Вот Дэн сюда ездит отдыхать с семьей. В этот домик. А ты все время в один? Да. Ну, он центровой, по центру. Ага. Все видно, мелко здесь бегает. Блин, ты видишь, какой тебе сидит? А вон там Выборгский залив. Углубляемся в лес. Небо пасмурное становится. Кадр прям для фотки. Мне ребята говорят, что ты сбегаешь от комаров. А здесь на самом деле их тоже достаточно много. Мы только в лес вошли, нас уже начали жрать очень жестко. У нас не репеллентов, ничего, но в принципе я ими тоже в крайний момент пользуюсь. О, смотрите. Блин, здесь так красиво, слушайте, я так давно не был в этих местах. Ну, просто. Причем этот лес, он очень разнообразный. Вот по нему гулять. Там лиственный, например, там сосновый, там вот болото где-нибудь. Вообще все разное. А воздух вы не представляете. Везде камни огромные по лесу валяются. Откуда они тут? Гор нету, ничего нету. Вот такие вот валуны кругом. Вот он, Выборгский залив. Обалдеть. Тут наши острова. Вот там вот. Там вот разные острова, куда мы ездим отдыхать. Такое красивое место здесь. И здесь ловится рыба. Так, ладно, пошли. К сожалению, наша поляна занята. Ну, тут рыбаки. Видно, что поехали рыбачить. Вон лодку спустили. Там у них столик. Так, лагеря пока нету. Есть вероятность, что они ночевать не будут, но есть вероятность, что будут. Вот сейчас будем решать. Ладно, пойдем на ту поляну. Дэн говорит, там место поменьше, но тоже интересно. Может быть, вечером спросим, уезжают они, не уезжают. Ну. Понятно. Ну, вот здесь горит. Ну, здесь здоровый, вот палатку ставится, здесь нельзя ставить. Здесь. Ну, Здоровый будет, там точно стоять. так крутая поляна, мне это больше даже нравится, если честно. Людей будет. А я вот там. Ребят, так, конечно, хороший мусор кинул. Смотри какой, да? Хорошая тут рыбка ловится. Так-то рыба есть. Вот эта вот система, когда нужно впихивать. Ну, пока ждем остальных. Временно разложились. Может быть, туда все-таки переместимся. На ту поляну, там места больше. Хотя это место гораздо уютнее. И Дэн, конечно же, уже сразу занимается своим любимым делом. Вот дай не первый улов. Ну-ка,
Судачок, да? Ух ты. А можешь, пожалуйста, это... Что сделать? Снять? Фотку сделать. Фотку. Черный такой, смотри. Ну, Офигеть, нормалек, поздравляю. с берега. А что, не часто здесь, да, с берега? Да, с берега вообще судака. Судак-то обычно там, да, на дорожке там. Ща. Ага. У парней тут соревнования идет все лето. Таблицу ведут, улов, количество, вес. Погодка, конечно, пасмурная, ветреная, но дождя пока сильного нету. Надеюсь, и не будет. Небо красивое вообще. Надо отдохнуть немножко, не выспался. Уже спать так рубит. Пока ребят ждем. А кто там плавает? Тихо. Ну, пожалуйста, давай дойдем хотя бы до этой поляны, потому что, ну, снимем вещи, потому что, ну, идти очень сложно, блин. А я по дороге снимал. Да, вот к нам Шурик с Катей присоединились. Красавчики дошли до нас, они отдыхают сейчас у мамы, у Кати на день рождения, поэтому сегодня к нам не присоединятся, но вот пешком. Завтра будем. Сколько? Километра 3 идти от дачи, да, наверное? 2,5. Ну, красавчики дошли вот нас проведать. Молодцы. Вот собачку привели нам, которая купается. Как ее зовут? Нита. Нита? Хорошо, что ты отряхиваешься в сторонке после воды. Она только около Дины любит отряхиваться. Иди на зацеп. Надо вытаскивать. Зато спасли. Хороший блесок, да, Дэн? Денчик тоже искупался. Соскользнул с камня. Че намочил? А ты купаться не хотел? О, видишь? Я же тебе говорил, полезли. Вон, видишь, тут прям. Ахилка туда повредил. Да, у нас футболист. Была операция жесткая, разорвал ахилл. 4 месяца восстановления. Сейчас уже играет. Год прошел, да? 2 даже. Я через год уже играл. Что делать-то? Что делать? Переодевайся, что? Что делать? Ты что, ничего не взял, что ли? А ты еще без запасной одежды, все в машине у ребят. Нормально. Нормально, да? Обсохнешь? Конечно. На ветру? На ветру, на солнце. Ну, красавчик, конечно. Да, место прикольное, конечно, но все-таки здесь реально очень ветрено, а там ветра нету. Так что туда перемещаемся, собираем вещи. Ух, я там раскидался, уже разложился. Антонио поехал за ребятами. Сейчас на веслах, потом мотор. И они, потому что на машине до сюда не могут проехать. Навигация только началась. Второго раза. Все, полянку нам освободили. Лагерь ставим. Вот наша именинница. Нас ждут прикольные выходные. Пошли ставить дальше лагерь. Сейчас смотри, вот так вот Денчика снимаем. Я показываю Дине свою крутую камеру. Смотри. Привет. О, баллон, наверное, принес. Я вот там палатку поставлю. Подальше от всех. Дина решил мне помочь, да, с моим рюкзачком. Вот представь, я с Соснового Бора ехал. С таким еще в руках у меня было 2 мешка. Приехал Динин брат с супругой, Эдуард и Ирина. Добро пожаловать в наш лагерь. Вот развалились, расселись, лагерь почти поставили, вернее еще... Ставьте платку уже, вы надоели сидеть. Все, давай. Скоро будем накрывать на стол. Так, девчонки у нас готовят вкусняшки. Купили садж. Ребята, новый, как раз прокалили. Все сделали. Дина у нас готовит. Что это, Дина? Овощи тушеные. Овощи. Ну, красота. А ты на углях сделал, да, Антох? Да. Прикольно. И жара хватит, да, чтобы это все потушить? Ну, я не ждал, пока они прогорят. Я сажу-то все равно. А плов сегодня будет Эдик готовить? Конечно. Да? Антон будет И готовить. ты будешь, Антоха, да? После этого. Красавчики. Вкусные выходные у нас. А мы завтра поедем на экскурсию с Антохой по островам, по моим любимым местам. Каждый остров он обещал меня схватить. Да, Антоний? Да, без проблем. Супер. Готово, Дина? Да. Не поднять. Быстрее. Вот есть.
Ну что, всем приятного аппетита. Место такое, видишь, сидеть и смотреть на море. Вид такой. Обалдей. Так, Антонио там мясом уже занимается. Да, я просто пока жилы отделяю. Вот четко должна быть морковка, да. Ну что, к нам наконец-то приехал Леха с Максиком. Здорово, парни! У них сегодня был футбольный матч. Леха, здорово, Макс. Здрасте. Как у тебя футбол? Ты вообще красавчик. Ну-ка расскажи, Лех, подожди. Интервью, дайте мне интервью, подожди. Отдышался? Вы же несли, да? Ни хрена себе, это как, подожди, как ты унес? Да ладно! Ты эту штуку тащил? Так. Охренеть. 3 километра, да? Рассказывают. Мы засекли 2400 от дачи, получается, но от базы чуть меньше. Да, там 1,5. Ой. Ну, добро пожаловать, парни. Будешь говорить об этом целый год. Вначале сжигается луковица, чтобы сок лука пропитался маслом. Барбарис. Наш юный рыбак тут таскает. Един сказал, что все почти. Катюха мне завтрак делает с утра. Вкусный. Мне и всем ребятам. Лагерь проснулся. И у нас сегодня будет супер мероприятие. Да. Он сейчас другую серию снимает. Балдеж. Вот такие вот у нас деликатесы делают девчонки на завтрак. Ниточка. Что ты? Он уже пошел, у него Ладно. Парни меня не ждут нифига. Говорю, подождите, надо снять кадр. Ну, какая понимающая собака. Говорю, Нита, пойдем купаться. И она уже все.
Да. На шампунькой. Вот так вот. Чушка. Молодец. Все, свободно. Нита забегала довольная, да? Радостная теперь? Давай об землю выбираться. Ну, наконец настало время ухи. Эдик у нас сегодня за старшего на кухне. Скоро будет готово. И финальный штрих. Окунь такой здоровый. Это Дэн поймал? Дэн поймал, да. Ничего себе. А так вообще сколько там Не всего? больше. Покажи. А где взять этого Там большого? 2 щучки, ну и 4 окуня. Нормально, за час считай, да вы? Там впереди камень, аккуратней, Гарик. Ну все, ребята, давайте. Часть команды нас покидает. Счастливы! Ну, наконец-то, парни, погнали. Какой первый будет наш остров? Банный? Остров, на котором я сделал свою первую баню. А вы давно тут не были сами-то? Вообще не были. Да? Мы С тех пор, как со мной ездили, на наверное, все, да? на полуостров начали ездить. Машины, потому что обленились, да, сюда? Дэн, подгребешь? Да, или- да, все, вытаскивай. Может, он доплывет? Сейчас вам покажу, как я тут делал баню. Впервые придумал, как это сделать. Парни, порыбачить. А мы с вами погуляем. Такой вот островок. Здесь раньше была линия Маннергейма проходила. И на каждом острове есть такие постройки. Остатки. Здесь обычно я гамак развешивал свой. И вот здесь даже вот моя собранная печь. Остались камни. Вот из таких вот камушков я соорудил импровизацию печку. Вот это все накрыл. Ну, сначала прокалил ее хорошенько несколько часов, потом вот это все тентом накрыли. И получилась отменная баня. После этого мы назвали этот остров Банный. Каждый остров мы дали сами название. Муравьиный, потому что муравьев много было. Песчаный, ну понятно, песчаный. Здесь у нас... А кострища, кстати, где было? Ну, здесь у нас было, ну, кстати. Уже сместилось. И вот здесь такой вот... Ну, красиво тоже все завалено булыжниками, эти камнями. Места немного, вот палатку мы тут ставили небольшой компанией и отдыхали. Все, давай банный. Да, парни, а может осенью сюда? На рыбалку? Да? Нет? Конечно. Когда нас будет немного тобой человек, да. Гарик, надо не поставить 5 лодок здесь, реально. Ну да, здесь только одно место. Без прилив. Вот смотри, да, он торчит кусок. Вот наш С той стороны у камышей. лысый камень, здесь мы купаемся, ездим. И, в принципе, рыбачить тоже отсюда хорошо. Сколько мы уже с камня поймали, кстати, да, Дэн? С той стороны перебирался на него вот так через эти острова, туда вплавь уплыл. Эх, как же хорошо. Мотор чё? Да. И здесь плоский камень, если здесь нырнуть, то можно не забраться. Есть такой риск, приходится отплывать.
Взял Антохе покидать чуть-чуть и окушка. Да, благодарю. Что-то крупненькое Антонио взял. Хороший. Идем на дорожку. Я не вымытался, реально. Быстрее мотай, потому что мы сейчас перемотаем все. Легко тебе сказать. Он цепился, все. Ну весело. Снимает же. Я тоже на память там. Иди сюда. Здоровая. Понял? Ты заводишь. Блин, ну нифига она такая бодрая, Вообще, она так порол. Да я сам офигел, я увидел, согнулась пополам, реально, блин. А потом она пошла на меня. Да. Просто жилистая, сильная. Начала по ходу дела, блин. Ну вот это честно, серьезно, парни, да? Ну, похоже на серьезно. Сейчас вы меня не обманываете? Твердо спину, блин. Ну да. Во-во-во-во, сейчас хорошо идет, да. А, ну такая же. Такая же, да? Да, такая же просто. Парни, я вам больше никогда не поверю. Это наш остров Привет. Здесь мы собирались, когда просто были вечеринки, там, гуляния. Хотя всегда сюда было приятно и порыбачить приехать. Здесь у меня баня тоже построена. Офигеть. Это не понятно, не костер. Да. От ветра. Ну-ка, ну-ка. Смотри, сколько воды, да? Чтобы мы туда не заплывали. Ну, как скажете. Парни, порыбачить. А у меня ностальгия. Моя баня стоит еще. Сколько лет уже? Лет 15 назад я ее построил здесь. Здесь она до сих пор рабочая. Вот можно просто камни переложить чуть. И можно ставить мне тент уже, палатку. Купил баню. Вокруг нее ставили и парились, отдыхали. Здесь у нас кострище. Здоровая сосна растет. Очень такое место тоже прикольное. Так вот сидели у костра вечерами. Огромная сосна. Здесь я гамак вешал между этими двумя деревьями. Всегда было мое место. Остатки строений линии Маннергейма. И еще тут есть колодец, который, конечно, превратили в мусорку, но не мы. Вообще стекло. Да, вообще, блин. Нита, ты нас ждешь? Начинаю сборы потихоньку. Скоро вот на этом каршеринге с Шуриком поедем. Ну, Катя еще спит, поэтому пару часиков у меня есть времени проститься с этой замечательной природой. Вот так вот я спал всю ночь под пение птиц. Завтра мне ехать в Крым уже. Надо сегодня еще собрать вещи. И едем уже двое суток на поезде с мамой. Тоже сразу очередное классное приключение. Ну, прощаемся с этим местом. И в добрый путь. Мне еще дорога предстоит. Мне сейчас до метро Парнас на маршрутке. Еще часов 5-7, наверное, ехать. Все замечательно, выходные просто шикарные. Эти места я так люблю и так с удовольствием огромным сюда вот приехал, провел это время. Но вчера вечером все это омрачилось одной ситуацией. У меня выпала коронка. Здесь это мне... Я надеюсь, ее можно вставить, но сейчас мне несколько дней придется, наверное, до врача, пока дойду, походить без нее. Это, конечно, немножко мне подпортило впечатление. А в целом все супер. Я очень рад видеть друзей, очень рад видеть эти места. Все просто замечательно. И всегда так не хочется уезжать. В последний момент хочется прийти на берег, попрощаться с этими местами. Я надеюсь, осенью, еще в сентябре, получится сюда добраться. Мне здесь очень нравится.
Просто, не знаю, шикарные места. Так, Ника, двигайся. Или как ее? Да. Нита. От ниточку. Все, мы поехали. Ребята помашут нам, не помашут. Плохо видно. О, машут.